На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Подозреваемые в стрельбе, совершенной 11 ноября в Сухуме, задержаны. Об этом президенту Бадри Гунба доложили руководители правоохранительных органов республики. Российская Федерация выделит 150 миллионов рублей на развитие глэмпингов в Абхазии. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. 14 ноября, в день всемирной борьбы с диабетом, в Абхазии прошла ежегодная акция «Сахар в норме». Подозреваемые в стрельбе, совершенной 11 ноября в Сухуме, задержаны. Об этом президенту Бадри Гунба доложили руководители правоохранительных органов республики на рабочем совещании, сообщает пресс-служба президента. Генеральный прокурор Адгур Агрба заявил, что преступление со стрельбой практически раскрыто. Агрба доложил о ходе оперативно-следственных мероприятий, заявив, что уголовное дело было возбуждено немедленно, и руководителям правоохранительных органов МВД и СГБ были даны поручения по установлению и задержанию причастных лиц. Он сообщил, что оперативные службы вчера ночью установили и задержали ряд лиц, которые были доставлены в ВВС СГБ, где с ними проводятся оперативно-следственные мероприятия. По словам Агрба, в дальнейшем будут проводиться мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела. Председатель службы госбезопасности Дмитрий Дбар уточнил, что один из подозреваемых был задержан на территории Российской Федерации в городе Адлер. Задержание стало результатом слаженных действий с российскими коллегами. В настоящее время решается вопрос о его передаче и доставке в Абхазию. Глава государства поручил руководителям правоохранительных органов держать дело на особом контроле. Коллеги, вчера проводились ночью оперативные мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления, громкому, которое было совершено буквально недавно, накануне. Прошу доложить о ходе оперативных мероприятий. Прошу. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемые коллеги, по данному факту, имевшему место в городе Сухум, было возбуждено уголовное дело. Сразу были даны поручения правоохранительным органам, Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности. Были даны поручения по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. Оперативным путем, оперативными службами вчера ночью были установлены ряд лиц, задержанные и доставлены в ВВС Службы государственной безопасности в изолятор временного содержания. С ними проводятся оперативно-следственные мероприятия. В настоящее время уже по делу мы практически имеем картину о происшествии, о данном происшествии, и дальше будут проводиться мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела. Так что на этом этапе можно сказать, что уголовное дело практически, преступление практически раскрыто. Совместно с коллегами Российской Федерации был задержан один из фигурантов уголовного дела. В данный момент проходит процедура по передаче его с Российской Федерации в Республику Абхазия. Уважаемые коллеги, с учетом резонансного совершенного преступления, необходимо это дело держать на особом контроле. Как и предыдущие двое суток, я лично буду осуществлять контроль в рамках следственных мероприятий. Прошу докладывать оперативно всю наработанную информацию. Благодарю вас за работу. Это принципиально необходимо было сделать оперативно. Это вопрос чести. Правоохранители сработали, на мой взгляд, на хорошую оценку. Я прошу отметить отличившихся сотрудников и поощрить. Адгур Нукзарович, надо будет оперативно, досконально, тщательно закрепиться по материалам следствия, чтобы преступники понесли заслуженное наказание. Это принципиально важно. Это дело должно быть открытым. Наше общество должно знать, что такое преступление будет в полной мере раскрыто, и преступники понесут наказание.
14 ноября генеральный прокурор Республики Атгурагырба провел оперативное совещание по ряду резонансных уголовных дел с участием министра внутренних дел Республики Роберта Киут, первого заместителя министра внутренних дел Ажиба, руководства управления уголовного розыска Министерства внутренних дел и Следственного управления Генпрокуратуры. Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры, по итогам совещания определены направления по организации дальнейшей работы, даны конкретные поручения о производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Между тем, Руслан Адлиева, пострадавший в результате стрельбы на улице Гумской 11 ноября, скончался. Об этом сообщил Апснепресс прокурор города Сухум Алхас Агумава. Продолжаем выпуск. Делегация Министерства экономического развития России во главе с заместителем министра Сергеем Назаровым прибыла в Абхазию с рабочим визитом. Накануне в кабинете министров состоялось первое совместное заседание. В течение 2 дней стороны обсудят инвестпрограмму на 2026-2030 годы, а также программу льготного кредитования предпринимателей. Подробнее Надежда Боровикова. Первая рабочая встреча правительства Абхазии с делегацией Минэкономразвития России состоялась вечером 13 ноября. Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что профильные ведомства республики готовы к предметной работе в последующие 2 дня. Хочу обратить внимание, что она строится не только в таком формате. Мы и до этого очень часто общаемся и в режиме ВКС, и в телефонном нашем разговоре с вами очень часто обсуждаем вопросы. Поэтому сегодняшнее присутствие, еще раз повторюсь, вас и делегации вашей еще раз подтверждает о том, что предметно обсудим важнейшие направления дальнейшего нашего сотрудничества, безусловно, определяя приоритеты в социально-экономическом развитии страны. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров отметил, что рабочий визит делегации будет условно поделен на 2 этапа. Первый – это обсуждение инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Нам необходимо сейчас откорректировать некие решения до конца года в рамках решений межправкомиссии с учетом освоения средств, может быть, перераспределения средств. Сегодня мы там в рамках обсуждения инвестпрограммы обсудили, что можно посмотреть какие-то направления, где можно будет направить средства, там, где есть возможность их эффективного использования. Плюс, действительно, там вопрос, с учетом того, что у нас уже середина фактически ноября, нам необходимо там завершить работу с формированием госпрограммы и инвестпрограммы, акценты расставить на следующий период. Еще одна масштабная тема для обсуждения – программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которую планирует инициировать при поддержке российских партнеров и абхазских коммерческих банков. Мы с вами тогда обсуждали, может быть, там завтра удастся нам более предметно посмотреть с точки зрения вариантов поддержки малого и среднего предпринимательства с участием банков, не только в рамках прямого субсидирования, но и привлечения банковского капитала, потому что, собственно, ликвидность, наверное, банковского капитала, она выше, и она должна как-то работать на бизнес, а не просто там участвовать в каких-то расчетных операциях. Попытаться это направление посмотреть и варианты отработать. Сергей Назаров также сообщил, что в России действует госпрограмма по строительству глэмпингов, и 150 миллионов рублей будут дополнительно выделены для строительства глэмпингов в Абхазии. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Российская Федерация выделит 150 миллионов рублей на развитие глэмпингов в Абхазии. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на совещании, прошедшем в правительстве республики. В рамках встречи делегации Минэкономразвития с абхазскими коллегами обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества. Подробнее в репортаже Рады Чачава. Льготное финансирование развития глэмпингов, инвестиционные проекты. Рабочее совещание, прошедшее в кабинете министров республики, посвящалось широкому спектру вопросов инвестсотрудничества России и Абхазии.
Приветствуя делегацию Министерства экономического развития России, прибывшую накануне, премьер-министр Владимир Делба отметил, что в рамках второго дня работы планируется обсудить механизмы поддержки экономических проектов. Сегодня мы обсудим возможность, механизмы поддержки экономических проектов, которые будут реализовываться в нашей стране. Определим механизмы, я так полагаю, способы. Естественно, здесь представители институтов развития с Российской Федерации. Наши коллеги, я знаю, проработали достаточно предметно с ними вчера, вели работу. В свою очередь, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров сообщил, что решение касательно льготного финансирования абхазского бизнеса на сегодняшний день уже принято Российской Федерацией. Нам надо здесь обсудить и выработать подходы, каким образом там наиболее эффективно, соответственно, привлекать инвестиции в те или иные отрасли. У нас, собственно говоря, с учетом обращения президента в адрес президента России принято решение по льготному финансированию, механизм финансирования, механизм льготирования он у нас согласован. Вопрос по самому механизму определения проектов, участия банков, участия здесь государства, республики, нам надо здесь обменяться, наверное, мнениями. Отдельным важным пунктом предстоящей работы Сергей Назаров обозначил вопрос поддержки малого и среднего бизнеса республики в 2026 году. Так, по словам Назарова, в следующем году Россия выделит на развитие глэмпингов в Абхазии 150 миллионов рублей. Объективности ради, те механизмы, которые есть на сегодняшний день, на наш взгляд, они недостаточные. Мы тут не вовлекаем банковскую структуру фактически в это. Будем так говорить, все в таком состоянии, которое требует нам сейчас подумать и принять решение и попытаться какие-то пилотные проекты раскручивать в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Как отметил Владимир Делба, в рамках встречи также состоится обсуждение вовлечения кредитных ресурсов в реализацию программы субъектов малого и среднего предпринимательства. Очень действенный инструмент. Мы на примере применения в Российской Федерации уже понимаем, как он работает. И сейчас мы тоже здесь бы обсудили более детально. Хорошо, что как раз и появляется такая возможность с представителями кредитных организаций это обсудить, в том числе и по структуре, как говорится, самих направлений, по процентным ставкам, по другим важным и важнейшим направлениям. Делегация Минэкономразвития Российской Федерации прибыла в Абхазию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого абхазские и российские стороны обсудили программу социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ. В парламенте республики состоялось первое заседание постоянно действующей комиссии по избранию депутатов молодежного парламента при Народном собрании. В работе заседания комиссии принял участие спикер парламента Алаш Шашуба. В соответствии с положением о молодежном парламенте был избран руководящий состав. Председателем комиссии избран Инар Сацба, а секретарем Рашида Айба. Члены комиссии обсудили широкий круг организационных вопросов, связанных с началом работы комиссии и дальнейшими шагами по формированию молодежного представительного органа. Министр иностранных дел республики Олег Барцец вручил медаль за заслуги Министерства иностранных дел Абхазии послу по особым поручениям Министерства иностранных дел в Итальянской республике Вито Гритани за продвижение и укрепление позитивного имиджа Республики Абхазия в Итальянской республике, вклад в развитие международного сотрудничества и дипломатической деятельности. Передвижная выставка «Свои», посвященная межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и СВО, откроется в Сухуме 22 ноября. Экспозиция переедет в Абхазию из Сочи. Архив проекта включает более 2500 историй, рассказы сыновей и дочерей, внуков и правнуков о героизме своих предков, взаимовыручке и межнациональной дружбе. Выставку откроют представители ФАДН России, Дома народов России и правительства Абхазии.
22 ноября также пройдут пленарная сессия «Современный патриотизм, преемственность поколений и межнациональное согласие» и встреча с абхазской молодежью, на которой участникам расскажут о традиционных ценностях и деятельности Дома народов России. Армянский фестиваль «Амшен» прошел в селе Аракич Ачимчирского района. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил участников фестиваля армянской культуры «Амшен». Поздравительный адрес от имени главы государства зачитал исполняющий обязанности главы администрации Ачимчирского района Алхаз Кация. Уважаемые соотечественники, представители армянской общины, дорогие гости! Праздник Амшен, который ежегодно проводится армянской общиной Абхазии, стал доброй традицией и по-настоящему любимым народным торжеством. Это праздник – один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии. Армяне живут на нашей земле уже несколько поколений. Абхазия стала для них родиной. Армянская община внесла и продолжает вносить весомый вклад в развитие нашей республики, в экономику, в культуру, образование, науку. Особое место в нашей памяти занимает подвиг армянского батальона имени маршала Баграмяна, сражавшийся в рядах защитников Родины в годы Отечественной войны народа Абхазии. Их мужество, стойкость и самоотверженность навсегда вписаны в летопись нашей общей памяти. На празднике гости могли насладиться разнообразием армянской кухни. Среди предлагаемых традиционных блюд можно выделить йоку, вкусные лепешки с начинкой, бастурму, вяленое мясо с насыщенными специями, суджук, пряные колбаски, а также долму, маринованные овощами и мясом на вертеле, приготовленным на открытом огне, что придает блюдам особый аромат. На фестивале работала выставка предметов быта амшенских армян. Здесь можно познакомиться с уникальными элементами культуры этого народа. Мероприятие открыл глава армянской общины в Абхазии Алик Минасян. В приветственном слове он в частности сказал: «Мы рады всем, кто в этот прекрасный ноябрьский день приехал в село Аракич, чтобы вместе разделить радость общения, дружбы и взаимного уважения». Фестиваль армянской культуры «Амшен» проводится в Абхазии с 2016 года. Штат регистраторов кадастровой палаты Абхазии укомплектован только наполовину, а с 1 октября от населения поступило более 1000 обращений, сообщил глава палаты Тимур Сангулия в интервью газете «Республика Абхазия». Поступило почти около 1000 обращений, разного рода обращений. Это и получение справок на наличие земельного участка, на наличие домовладения, архивных данных из материалов БТИ. Есть обращения для купли-продажи, вступления в наследство, дарения и иные документы там требуются. Какие-то из них мы не могли предоставлять, потому как у нас не было доступа к архивным материалам до 1 ноября. Как только материалы появились, доступ появился, мы смогли большой объем выдать, больше 130 выписок уже подготовили, предоставили. Вот еще больше 50, наверное, материалов по земле. Вот с сегодняшнего дня тоже мы сможем выдавать большое количество, около 20-30 по Гагарскому району. Это справки о земле, справки, материалы из архивных дел, к которым доступ получили, свежим архивным делам. Сейчас идет реформа, и она требует небольшого времени, чтобы мы перестроились. Поставить на учет здание требует час, полчаса, 2 часа, иногда весь день на один объект. Большое количество обращений, которое сейчас возникло, экстремально большое. Это нетипичное количество обращений обычно для БТИ, даже для кого-то. Надо понимать, что кадастровая палата работает 1 месяц. Какой-то практики рабочей, все, что мы получили, это в течение этого месяца и 12 дней. Говорить о том, что мы с чем-то справляемся или не справляемся, даже просто преждевременно. Если мы хотим 10 лет заниматься вот этими склоками и сложными процессами, то мы можем, конечно, заниматься им 10 лет, 20 лет, 30 лет. Но просто этот сам закон ждали регистрации 20 лет, с 2006 года. Кадастровую тему подняли в 2011 году. Закон начали на основе концепции с 2014 года писать. Сам закон был написан в 2019 году. После 2019 года
Закон прошел 4 раза через все министерства. Иногда он до года лежал в одном ведомстве, чтобы просто заключение получить, соответствие, несоответствие, какие поправки нужно внести. Таможня не дает добро. Медикаменты с маркировкой на грузинском языке изъяты в Гале. 13 ноября в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники таможенного управления ГАЛ в городе Гал по улице Веко провели осмотр аптеки, принадлежащей ИП «Хурция». В результате осмотра аптеки были обнаружены изъяты медикаменты с маркировкой на грузинском языке иностранного производства в количестве 81 единица, без каких-либо товаросопроводительных документов. По данным отдела таможенной статистики и анализа ГАЛ, сумма изъятой продукции составляет 45 890 рублей. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Контрабандная табачная продукция изъята на таможенном посту ПСОУ. 13 ноября в ходе реализации оперативной информации сотрудники таможенного поста ПСОУ в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению экспорт остановили транспортное средство марки «Лада» с государственным регистрационным знаком К-715ОС-193 под управлением гражданина Российской Федерации Иларяна, 1984 года рождения, проживающего в Цандрыпше. В ходе таможенного досмотра была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 230 и 70 пачек. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных правонарушений ГТК. 14 ноября, в День всемирной борьбы с диабетом, в Абхазии проходит ежегодная акция «Сахар в норме», направленная на информирование населения о диабете и важности контроля уровня сахара в крови. Тему продолжит Арестит Каракасиди. Акция «Сахар в норме» уже стала традицией в Абхазии. В рамках этой инициативы все желающие могут пройти бесплатное тестирование на уровень сахара в крови. Это благотворительная акция «Сахар в норме». Мы ее проводим уже с 2018 года ежегодно. Цель этой организации – это осведомление населения о проблеме сахарного диабета, привлечение внимания к данному заболеванию и, конечно же, диагностика. На этой акции мы измеряем бесплатно людям сахар. И за эти годы работы порядка 15 случаев, когда мы на акции выявляли сахарный диабет именно первого типа, это когда сахара там от 18 и выше, когда человек даже и не собирался измерять сахар, не понимал, что у него может быть такая проблема. При замере на этой акции были такие обнаружены. В таких ситуациях мы обычно человека отправляем к врачам-эндокринологам, держим с ними со всеми связь, и они уже его дообследуют и составляют грамотную уже терапию, лечение. Человек просто живет дальше уже с какой-то коррекцией. Организатором акции в Абхазии выступает диабетическое общество при поддержке благотворительного фонда социально-культурных инициатив. Волонтеры акции помогают замерять уровень сахара, работая в тесном контакте с районными ЦРБ, и делают этот процесс доступным и удобным для всех участников. С этим центром я сотрудничаю в первый раз, а так, знаком с ним, наверное, в течение где-то лет 3. Это очень важно. Измерять хотя бы раз в год точно надо. Тем более, когда такие акции. Акция «Сахар в норме» позволяет людям узнать, что их уровень сахара в норме или наоборот сигнализирует о возможных проблемах. Для многих это первый шаг к заботе о своем здоровье. Конечно, болезнь очень коварная. Я сейчас сама сдала кровь и поняла, что, слава богу, пока диабет мне не угрожает. Эта инициатива, которую Диабетопсны сегодня проводит во многих местах Абхазии, она пусть будет заразительна для других медицинских учреждений. В этом году акция «Сахар в норме» проходит в нескольких городах – Сухум, Ткуарчал, Гал, Ачамчира и Гагра при содействии Министерства здравоохранения Абхазии. Важность таких мероприятий трудно переоценить. Своевременная диагностика может спасти жизнь. Арестит Каракасиди, Торник Амичба, Абаза ТВ. Анонсы наших проектов. На днях в Государственном комитете по репатриации прошла презентация книги воспоминаний «Переплетение времен» Джона Смер, взятых из жизни его отца Мустафы Смер. Видеоверсию презентации смотрите в нашем эфире в субботу, 15 ноября. Мы продолжаем показ интервью, снятых в рамках работы над фильмом «Стазарас и Коуп Садгилуп». В воскресном эфире Абаза ТВ смотрите полную версию интервью соотечественника, проживающего в Турции, Межди Чконе.
Жокшуксыз хыцон ванзы апсны хана гехаздыр зомыз. Ханду чаан, хабду чаан, ругуйтажыз Аллах идирip урт. Аха имала сөбезит. Харгивах апсны хажира ому гехаздыр зомыз. Сара жаныз хыцоз ар аны ашкула хсынса, хучук илах као халакит. Немного о спорте. Футбольный клуб «Гагра» стал победителем 32-го чемпионата Абхазии. В заключительном матче чемпионата гагрские футболисты вырвали победу у Бзаны 3-2, закрепив за собой первое место в таблице. Юная абхазская гимнастка София Боджко поблагодарила олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву и возглавляемую ею Академию «Небесная Грация» за предоставленную возможность выступить на престижном международном турнире в Пекине. Сейчас о погоде. В выходные дни 15 и 16 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление повышенное, нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 12 до 17 градусов, температура морской воды 17 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире. Удачных выходных!